Хайырлы акшамлар, добрый вечер в пятницу на АТР. Программа «Мызмызлар». И мы ее ведущие... Ой, я привык, что Эмилия Джипар, Наджия Феми Саво и Осман Пашаев. А сегодняшний наш гость Александр Горяинов. Хош келдіңіз. Кандидат физико-математических наук, москвич, родившийся в Москве. И мы объясним, почему он у нас в гостях. Это единственный русский, который по какой-то непонятной нам всем причине выучил крымско-татарский язык, создал сайт Мединея.орг и электронный русско-крымско-татарский и крымско-татарский русский словарь. И сразу вопрос. Вы агент ФСБ? Нет. А зачем вам крымско-татарский? На самом деле, вот тот факт, что многие люди задают этот вопрос... Многие люди задают этот вопрос. Многие люди, естественно, задают этот вопрос. Он показывает, что у нас немножечко как бы общество как бы больное слегка. Почему? Потому что на самом деле интерес к соседям, это вполне естественная вещь. То есть желание узнать, язык, на котором говорит человек, который живет там на соседней улице, язык, с которого переводятся там названия географические вокруг, это вполне, на мой взгляд, естественное желание. Понятно, что если там этот народ там составляет меньшинство, то да, каких-то такой мотивации особой нету, но даже из простого любопытства какое-то количество людей, на мой взгляд, вполне в нормальном обществе могло бы выучить и могло бы знать. Вот тот факт, что у нас этого нет, и что вот у нас на таких людей смотрят разинув рот, это, на мой взгляд, как бы показывает немножко, что-то у нас не так, так скажем. Ну, смотрите, вы скорее исключение из правил. Видимо, это вызывает такую реакцию. Нет, из наших вы даже правил, на своей страничке ВКонтакте вы написали: графы национальность тут нет, я для особо интересующихся, я не крымский татарин большими буквами. То есть вас действительно часто спрашивают, не крымский ли вы татарин? Ну да, конечно, есть ли корни там, а может быть вы сам нет, но у вас там бабушка, дедушка там или кто-нибудь, нет, это понятно. Но то есть исключение из правила, да, но как бы из наших правил. На мой взгляд, эти наши правила, из которых я исключение, они не совсем правильные правила. То есть как бы должно быть по-другому. Если если мы вместе живем, то как-то должны друг другом интересоваться. Вопрос не праздный. Например, лет 10 назад, когда у меня впервые попросили словарь Сирана Усинова, кстати, словарь крымско-татарско-русский, а через некоторое время я узнал, что это девушка-славянка, поступила на крымско-татарский язык и литературу. Чуть позже я узнал, что она работает в СБУ и переводит наши газеты для СБУ. Это нормально, наверное, для безопасности государства нормально, да? Но узнавать, что пишут в медиа во всех, да? То есть мониторятся все медиа, русские, украинские. Просто так, как крымско-татарский кто-то должен переводить. И желательно, наверное, чтобы не крымский татарин переводил это. Вполне нормальный вопрос. Чуть позже я узнал, что есть не один работник в СБУ знает крымско-татарский язык. Людей, которые не работают в СБУ, но для СБУ, но выучили крымско-татарский язык в силу того, что они, например, вступили в брак, да, это женщина или мужчина, которые, то есть славяне, но вступили в брак с крымскими татарами, и по этой причине. И всегда интересна мотивация. Но вы говорите, соседи. Какие же вы соседи? Вы живете в Москве. Какие вам соседи? Все-таки какая-то связь с Крымом? Да, кстати, да, об этом я не сказал. На самом деле, действительно, большую часть жизни я провел в Москве, наверное, где-то в общей сложности 3/4 там от своих 26 лет, но оставшуюся четверть здесь. Потому что отец мой вырос в Симферополе, и его родители, бабушка жива еще, дед уже умер, жили здесь, бабушка до сих пор. И, соответственно, в детстве я вообще очень много времени здесь проводил. Там в дошкольном детстве, в школьном каникулы все всегда тут. Но ведь в вашем детстве не было крымских татар в Крыму. То есть какие-то... На самом деле как раз крымские татары стали появляться, когда мое детство стало таким осознанным. То есть там 89-й год, мне было 4 года, там 90-й год 5, 91-й 6. Я даже помню, у меня как бы таких целостных воспоминаний не так много о том времени, но у меня картинка осталась такая в голове. У нас тогда был садовый участок в Каменском массиве, 3 сотки. Это здесь где-то, вокруг АТР. Да. И мы с дедом шли туда пешком,
А мы живем на улице 51-й армии, там можно минут за 40 пешочком дотопать, вот не через город, а через там вот долину Чакурчи. И там как раз вот село Мамак, Строгановка, и там как раз появились самострои. Вот. И я у деда стал спрашивать, а что это вот, я помню, прошлым летом вот тут не было ничего, чистое поле, а сейчас вот это домики, там всякие котлованы и все такое, что это. Он говорит, что вот, мол, татары приехали. Вот. А я, поскольку я был детем таким достаточно образованным, и я знал, что вот есть там это татарская ССР и все такое, я у него стал спрашивать. Да, я очень любил атласы. Вот еще в дошкольном возрасте я всякие эти самые карты. Вот. Ну, я стал спрашивать, а что они, мол, это, вот, у нас уже, мне уже в ухе говорят, режиссерской рубки все требуют, докажите, что знают крымско-татарский язык. Пусть все досмотрят до конца программы, в конце мы устроим смертельный номер с разговором, с разговором на крымско-татарском языке. Дождитесь. Я с вашего позволения закончу все-таки мысль. В общем, короче говоря, дед мне стал объяснять, что это вот не просто татары, а вот крымские татары, что вот они когда-то тут жили, а вот теперь вот они вот возвращаются и все такое. Как дед это говорил? С каким оттенком? С негативным? На самом деле, поскольку он сам родился не в Крыму, и во время войны, во время депортации его здесь не было, он своими глазами этого не видел, он стал говорить, что вот говорят, что вот так и так, что вот они там предатели, сотрудничали с фашистами. А правда или неправда, черт тебя знает. Я вот сам своими глазами не видел и ничего тебе по этому поводу сказать не могу. Потому что, вот государство наше как бы оно говорит, что да, но как бы советское государство, оно много чего говорит, что на самом деле не так, поэтому... Боже, какие крамольные мысли вкладываете в сознание. Александр, когда мы на прошлой неделе возникла такая... предложение на GE пригласить вас к нам в эфир. Мы знали, что вы будете и в Крыму. у нас в Ньюзруме все начали так спрашивать, а кто же у вас в следующей программе «Мызмызлар?» И вот сразу отвечаешь «Александр Горяйнов», и все такие, настоящий мызмыз. Вот. Я даже знаю, что на некоторых форумах Александр Горяйнов регистрируется как зануда. И вы сами знаете, почему вас так называют. Занудливость у меня есть, это как бы... По поводу крымско-татарского языка, очень многих достаете, да, что почему люди не говорят на крымско-татарском языке между собой, то есть в этом плане... На самом деле, я, честно сказать, достаю и по многим другим. У меня есть вот эта черта, наверное, может быть, хотя не за преподавание, у меня до этого появилась. Я когда вижу, что вот что-то не так, ошибку какую-то там, какой-то недочет где-то, у меня вот просто чешется язык сказать. То есть все-таки это математический склад ума. Да, и часто я, к сожалению, себя, и иногда это, конечно же, надо перебарывать. Когда, во-первых, то, о чем я хочу сказать, оно в общем, на нем свет не держится, и ничего страшного, а зато там кто-то может обидеться от этого. Но, к сожалению, вот есть такое. Но, с другой стороны... Так что сегодня тут... Серьезно интересно начался, так я понимаю, с топонимии, да, когда вы занялись составлением карты названий сел, поселков Крыма. То есть эта любовь к атласам, она все-таки, да, привела к тому, что вы стали заниматься крымской топонимией? Да это сложно на самом деле сказать. Это у меня не было такого, что я вот там сидел, а потом хоп, и подумал, а не выучить ли мне крымско-татарский язык? Там пошел, купил и сел, и там выучил. На самом деле все это было достаточно постепенно. Карты действительно у меня отец тоже как бы любил и атласы, там топографические карты, поэтому, собственно, и в детстве у меня это и было как бы перед глазами. Названия, да, тоже, поскольку села переименовали, скажем, но большинство физико-географических названий осталось там, Демирджи, Чатырдах, что это означает, на каком языке. Реки все. Да, поскольку дед мой, он достаточно долго проработал в Средней Азии, он в итоге так и ни одного тамошнего языка не выучил, но чего-то знал, чего-то по-туркменски, там, чего-то по-узбекски, и какие-то вещи он мне там тоже говорил, что там, там бьюк, это значит там большой, например, или вот как-то так. С этого, это как бы нет четкой даты начала изучения. Одна из причин. Потом дед мой, хотя, в общем, он тут не был таким, большим интернационалистом, но он был, скажем так, реалистом. Он говорил, что, раз мы тут с ним вместе живем, надо как-то притираться, что ли. И в частности, когда он увидел то ли это уже, наверное, да, это уже на развале каком-то книжном,
разговорник русско-крымско-татарский, он каким-то огромным тиражом был выпущен, до сих пор еще продается, такой беленький в Ташкенте. Аблязиза Велиева, совершенно верно, разговорник в Ташкенте напечатанный. Вот он купил его, я его тоже там в младших классах так слегка листал. Ну, он говорил, ну, интересно, мол, ты что-нибудь выучи, хуже не будет, как бы, а вдруг какая-нибудь польза тебе потом принесет. Александр, ну вот я по поводу топонимии еще все-таки хочу уточнить, ведь вы настолько досконально в этой теме стали разбираться, что вы уже можете поправлять некоторых наших, там, даже некоторых ученых, которые пишут на эти темы некоторые статьи, то есть вы изучали карты старые, да, вы изучали карты там, едва ли не екатеринских времен и зарубежные тоже карты. То есть вы провели огромную работу, научную работу? Нет, на самом деле тут дело-то вот в чем. Дело в том, что вот не хочу никого обидеть, но в этой сфере очень мало действительно специалистов. Я, естественно, им тоже не являюсь. Я математик, и чтобы на должном уровне заниматься вот такими исследованиями, топонимикой, нужно быть историком раз, нужно быть географом два, нужно знать языки, быть филологом три. Хорошо, сразу. Вот в ТНУ есть факультет географии и истории. Да. Почему вот географы? Это же не политика. Если история всегда она в угоду политике, да, но могла деформироваться, то для географов в чем проблема? Я тоже не могу понять, сделать научную работу. Почему? Вот это, ну это разве ко мне вопрос, почему люди этим не занимаются? Нет, на самом деле кто-то, конечно, есть люди, которые занимаются этим, но, к сожалению, на данный момент большая часть того, что делается здесь в Крыму у нас, оно делается людьми также вот как и мной на таком достаточно любительском уровне. То есть в основном это люди, не имеющие соответствующей подготовки. Я как бы ее тоже не имею, поэтому на какие-то великие результаты не претендую. Но, тем не менее, моя деятельность, она заключается в том, я как бы просто систематизирую информацию. Вот есть старые карты, есть, вот это какая-то фактические сведения о том, как его тогда писали, как оно было, где оно располагалось. Есть исследования с именно филологической точки зрения. Вот я тут два имени хочу назвать, которые, к сожалению, у нас достаточно редко в Крыму звучат. Это Валерий Бушаков, доктор филологических наук, он живет в Аскании Новой, в Херсонской области. У него, вот и его основная тема, которой он занимается, как раз топонимия Крыма. У него вышел словарик, где, это не словарь название, а там как бы по корням. По словам, которые встречаются в составе крымских топонимов. То есть, там, например, там Дах пишется там, по-крымско-татарски так-то, по-турецки так-то, означает гора, встречается в составе таких-то там названий. Вот подобного рода словарь. Очень большая работа, которая вот как бы не получила массовости, что ли. То есть этот словарь был издан небольшим тиражом, и, в общем, у тех, кто этим интересуется, среди специалистов? Фактически, да. А второе имя — это Хенрик Янковский. Это ученый-тюрколог из Польши, из города Познань. Он также, он специалист как бы по тюркологии вообще, но и в частности, например, первая научная грамматика крымско-татарского языка была им издана в 1992 году в Польше на польском языке. Грамматика языка крымско-татарского. И это вот такой толщины книга с подробным описанием крымско-татарской грамматики. Вы на польском ее прочитали? У меня ее нету, я ее читал. Польский я в письменном виде кое-как понимаю. То есть, вот. И я просто еще скажу, почему я назвал его именно в связи с топонимикой. У него вышла замечательнейшая книга, она вышла на английском. Она толщиной там порядка 1500 страниц, стоит там 300 с чем-то долларов, купить можно, но у нас людей, которые за такие деньги покупают книги, особо нет. Вот. В Крыму есть один экземпляр, вот он года два назад, он, насколько я знаю, подарил библиотеке имени Гаспринского. Это словарь крымских названий населенных пунктов Крыма до российского времени. Там именно по названиям. То есть вот в алфавитном порядке идут названия, и каждому названию, в каких формах оно там, на каких картах, в каких документах встречалось, возможные варианты этимологии, откуда может быть. И вот эта книга действительно сделана на очень высоком научном уровне. Но, к сожалению, в Крыму она вот почти неизвестна. Потому что на английском, во-первых, дорогая, во-вторых. И в одном экземпляре тут есть. У меня сразу такой приземленный вопрос. Насколько я знаю, вы за то, чтобы восстанавливать в Крыму топонимию, измененную в 1945-1948 годах, но против того, чтобы возвращать там Симферополю имя Ахмеджид,
Севастополь, Ахьяр, вот против этих изменений, да? Ну да, Почему? ну тут на самом деле эту вот грань провести может быть не очень просто, но на мой взгляд вот топонимически все эти изменения можно как бы поделить на естественные и искусственные. И на то, что как бы вжилось, и на то, что еще как бы по сей день в некоторой степени свою вот печать этой искусственности сохраняет. Поэтому, в частности, на самом деле ведь не только там Симферополь, Севастополь, Евпатория там на карте Крыма появились в эпоху Российской империи, но и было некоторое количество сел, которые остались после эмиграции крымских татар покинутыми, были заселены русскими и получили новые названия. Например, Чистенькая вот под Симферополем. Вот она чистенькая не со сталинских времен, а с 19 века. Хотя у нее есть и было у нее название Аджикал, до того более старое историческое название. И вот мне кажется, что названия, которые, ну, безусловно, те, которые были даны естественным образом местным населением, то есть когда вот были переселенцы, и они дали селу там новые название. Не было вот это Симферополь естественным путем, Симферополь, да? Там Екатерина называла Симферополь, да, Павел согласен. I вернул опять Ахмеджит, и потом Александр опять вернул... Согласен, да, что вот с там, Симферополем, Евпаторией, Феодосией вопрос, это были конечно, такие же изменения, как в 45-48. Более сложный, но тут надо просто... Единственный момент, что крымские татары тогда были в Крыму, а после 45-го, соответственно, их уже не было. Это ли причина для того, чтобы считать те изменения? На самом деле, вот мне просто кажется, что надо как-то попытаться какой-то горизонт давности тоже проводить. То есть вот, потому что... Вы наверняка слышали деятелей, которые в ответ на призывы к возрождению исторической топонимии говорят: а давай, а почему не Неаполь Скифский, там, а почему не там Евпатория, там, не Киркинетида и так далее. Смотри, Александр, на это есть четко, без пристрастных ученых, четкий ответ, что, например, Неаполь Скифский не было непрерывного поселения на этой территории от Неаполя до Ахмеджита. Ну, согласен. Да? Ну, например, и в случае... И никто не знает, что Неаполем назвали сами ученые. На самом деле, да, мы знаем, да, что это да. козелкубинская культура согласен, называется. Да. Да, где именно был Неаполь, точно неизвестно. А то, что это был Ахмеджит, до сих пор сохранившаяся архитектура и даже мечеть, ну, можем сказать, что и 500 лет того периода, это непрерывно между Симферополем и Ахмеджитом неразрывная связь. Это один и тот же город. Разросшийся, понятно, у него есть архитектура там, конца 18-19 века, русская архитектура, та часть пушкинская и там, послевоенная архитектура есть, бесспорно. Но основа города — это все-таки Ахмеджит. Изначально, основательно. Никто не оспаривает право Ялты называться Ялтой. Там тоже споры, тюркское, греческое или догреческое название. Да? Но... Я хочу вмешаться все-таки, потому что я боюсь, что наша программа превращается в некий научный диспут. А я все-таки хочу... Да, о топониме. А я все-таки хочу спросить у Александра, раз уж у нас сегодня наш гость. Александр, вот вы опять-таки в социальных сетях часто отвечаете на вопрос, что вы не мусульманин. Какого вы вероисповедания? Христианин, католик латинского обряда. Как это так получилось? Ну, это, скажем так, ну, осознанный выбор. То есть я к этому пришел, ну, как-то анализируя для себя, анализируя для себя, как бы вот, ну, понятно, ну, представители всех вероисповеданий утверждают, что наша самая правильная, да, истина у нас, ну вот аргументы, как бы, аргументы, звучащие со стороны католичества, мне показались наиболее убедительными. Но вы из атеистической семьи? Или... Ну, я из семьи таких же, как бы, ну, номинальных православных, как и большинство сейчас. То есть людей, которые там были крещены в детстве, называют себя православными, но не придерживаются, как бы, того, к чему, как бы, вот, к чему православная церковь своих верных призывает. То есть там к отмечанию праздников, соблюдению постов, посещению ежевоскресного. Просто я, насколько помню, это домашняя заготовка, у НЖ был там далеко идущий вопрос, не просто праздный. Не просто праздный, там следующий вопрос, да. Нет ли планов жениться у вас? На крымской татарке. Жениться на крымской татарке нет. Жениться вообще есть, но как-то пока еще не сложилось. Я считаю, что как бы форсировать искусственно это не надо. Все должно как-то получиться естественным образом.
Но тем не менее, вот смотрите, учитывая то, что в Крыму вы бываете, ну, раз-два в год, да, я даже вот предложила сравнить вас с такой лакмусовой бумажкой, которая опускается в наше крымско-татарское общество, да, и по вам можно проводить замеры. Есть ли в нашем обществе изменения какие-то? Куда мы движемся? В вопросе языка. Вот, ну, Хотя бы на примере да, языка. Вот, как язык? Что с ним Знаете, на происходит? самом деле очень сложно на этот вопрос отвечать, потому что я же, ну, если бы меня тут не было там 10 лет, и я хопа появился бы и мог бы сравнивать, тогда да. Изменения, которые происходят, ну да, я вот провожу здесь обычно время, которое в вузах каникулы, да, там июль-август, и зимой там иногда приезжаю, но это не, там полгода, это не тот срок, за который можно что-то, какие-то изменения заметить на самом деле. И то время, которое я как бы, ну вот с крымскими татарами общаюсь, я тоже Когда наступил тот момент, когда вы почувствовали, что заговорили на языке, или вы стали понимать все, что слышите там на радио, телевидении, читаете? Вот как, ну, на самом деле, был момент, на самом деле, может быть, это лучше видно со стороны. Вот с Наджие мы познакомились тогда, когда я не говорил вообще, например. Ну, то есть я знал несколько фраз, там, селям алейкум, там, наслсунс, и вот что-то в этом роде. Теперь же я получаю от Александра такие письма, на которые я просто отвечаю ему часами, наверное. Иногда даже заглядывая в словарь. Не надо перехваливать на самом деле. Вот, но на самом деле здесь, мне кажется, просто главное начать, потому что очень многие люди, которые изучают просто любой там иностранный для себя язык, чужой, они боятся начать его активно использовать. Когда я начал говорить, я говорил криво и плохо. Я думал там над каждой фразой, и то, что я как бы от меня звучало, оно выглядело очень косноязычно. Но вот начинать надо, потому что если человек думает, что он вот сейчас почитает там книжки, поделает упражнения, откроет рот и сразу будет красиво говорить, ну, естественно, так не бывает. Вот надо начинать с говорения криво. И надо начинать с того, когда тебе отвечают, и ты там половину не понял и переспрашиваешь, и проще объяснить. Ну, вот, а где была среда для говорения? Это вот те ну, двухнедельные приезды в Крым и были средой? Не, ну не двухнедельные. На самом деле, вот студенческие годы, там каникулы, да, 2 месяца, июль-август, вот 2 месяца я всегда здесь проводил. Нет, найти при желании, найти себе среду общения, ну, найти себе собеседников, так скажем, можно. Даже в Москве? Ну, вы знаете, Александр, вы немножко лукавите, поскольку все-таки с крымскими татарами вы сознательно разговариваете на крымско-татарском языке, даже если они вам отвечают по-русски. Это ваша принципиальная позиция, и иногда она наверняка кого-то раздражает. Ну, теперь, возможно, да. Когда-то, когда... Просто вот вопрос был у Османа о том, с какого момента я понял, что вот я могу говорить, я поэтому ответил, что как бы четкого такого момента нет. Я знаю, с какого момента я начал говорить, но начал я говорить плохо. Как в грузинском мониторе? 7-8, 2-3 года. Сколько это? Нет, если интересует примерно срок, то, ну, скажем, вот в 2005 году я по-крымско-татарски не говорил. Вот сейчас там 2012, да, то есть вот с 7 лет мне хватило от 2 фраз и там 20 слов до вот, ну, более-менее на каком-то уровне владения языком. Но кроме говорения, есть еще такой момент, что вы теперь администратор и всех крымско-татарских страниц в Википедии, да, то есть как бы... Вы создавали эту Википедию. Ну, Википедия, к сожалению, на данный момент получилась вот такая таким... вот незадача. Вся крымско-татарская Википедия в руках русского. На самом деле, тут надо кое-какие вещи объяснить. На самом деле, то есть у меня изначально-то Википедия — это проект, к которому может присоединиться любой. Если кто-то не знает, то тут надо дать пояснение. Любой человек, у которого есть интернет, для этого не обязательно даже регистрироваться где-то там, создавать какие-то учетные записи, вводить какие-то данные о себе. Любой человек может зайти на любую страницу Википедии, нажать кнопочку «Править» и отредактировать статью, дополнить или исправить там что-то ошибочное. Ну, главное, вот, это все равно собственно, на самом деле, крымско-татарская Википедия на сегодняшний день получилась таким проектом мертворожденным. Она была создана в 2008 году, и я действительно был инициатором этого дела. Там для того, чтобы был открыт новый языковой раздел Википедии, должны некие условия быть выполнены. И тогда как бы вот руководство этого фонда, которое этим проектом... Почему руководство фонда отдало вам крымско-татарскую Википедию? Нет, оно не интересуется личностями участников. То есть участники, они регистрируются под ником. Хорошо, какие требования у них? Ну, требования, чтобы раздел был достаточно активным. То есть, во-первых, должно быть там хотя бы небольшое сообщество участников, там хотя бы там 3-4 человека, которые регулярно, значит, что-то делают, регулярно какие-то правки вносят, какие-то дополнения делают.
И эти участники должны быть достаточно активными. Ну, то есть вот там в течение, там каждый месяц должно совершаться там не меньше стольки-то правок. И, собственно, этого фактически достаточно. Сейчас, когда там появились некие мистификации, они еще перед открытием нового раздела ищут сами независимого эксперта по соответствующему языку, чтобы он им подтвердил, что это действительно тот язык, о котором, потому что мало ли, а вдруг вот человек говорит, я хочу открыть Википедию на крымско-татарском языке, а пишет там, нет, я как раз не был экспертом. Александр говорит, не нужны были эти эксперты, да, Вот, поскольку не было тогда их не было, вот, ну и наш раздел там, я просто попросил нескольких своих друзей тогда как-то поучаствовать, что-то пописать, что-то поделать, и поэтому раздел был открыт. Он сейчас существует, там есть некое вы количество... забросили, да, сейчас? Сейчас я да. Во-первых, ну и действительно интерес немножко угас. И просто я надеялся на то, что когда раздел появится, какое-то количество участников все-таки придет, и будут люди, которым будет это интересно. Крымско-татарская среда пассивная в этом, да? Вот почему-то да. Вот меня вот всю дорогу Саша, меня беспокоит... Саша, можно я расскажу о своей боли? О боли? Да. Я расскажу о том, что меня беспокоит. Вот меня действительно беспокоит. И я начинаю, наверное, немножко даже понимать тех... Начинаю понимать тех людей, которые, может быть, высказывают несколько параноидальные мысли, да, относительно Александра. Потому что действительно, крымско-татарская Википедия – Александр. Крымско-татарский литератор с кириллицы на латиницу обратно в электронном виде – Александр. Пособие для изучения языка – Александр. Топонимия, серьезный научный труд – Александр. Зачем? Ну, у людей разные могут быть стимулы. У меня на самом деле главный, наверное, стимул, после того, как я вот с этим уже совсем познакомился, и эта тематика стала, ну, мне как-то достаточно родной, я что-то делаю чаще всего... Вы ведь не получаете за это деньги. Да, когда вижу, что никто, вот, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе этого делать не будет. Например, программку для транслитерации крымско-татарских текстов с кириллицы на латиницу и назад я начал делать, когда, ну, во-первых, мне самому это понадобилось. И я увидел, что ее нет, и что вроде как бы никто не хочет этим заниматься. Кстати, вот сейчас, например, тоже очень нужная вещь, которая как-то пока только на уровне, вот в университете КИПУ какие-то, насколько я знаю, студенты какие-то работы делают, но на уровень такой, чтобы вот этим все могло пользоваться, это не вышло. Программка для проверки орфографии на крымско-татарском языке. Отлично. Вот это очень нужная вещь, потому что очень многие писать могут, но... Но если ее сделаете снова вы, мы обвиним вас в работе... Это все придумал Черчилль в 18 году. Ну вот это, например, то, что я не подниму, поскольку программист из меня на самом деле такой, а там нужно именно вот это. И плюс там нужно проделать достаточно большую, такую тупую техническую работу, то есть создать, например, базу данных полную корней крымско-татарских, и каждому корню с неким пояснением, то есть это глагол или это существительное, чтобы система могла понимать, там, какие аффиксы, например, к этому корню можно присоединять, а какие нельзя для вот проверки этого. Наработки такие есть. Но вот... Удивительно, да, насколько математический ум сразу выстраивает алгоритм действий. Все, комплименты закончились? Я все никак не могу задать главный вопрос, вот я его сформулирую короче даже. Человек со стороны, ну уже знающий хорошо, но внедренный, да, в крымско-татарскую среду, но все-таки со стороны, и русский, вот которому легко говорить на расстоянии, вот, издалека виднее, может быть, да, не замылен глаз. Крымско-татарский язык, он живой, он мертвый, он умирающий, он в опасности, он в возрождении. В какой ситуации он находится, вот на ваш взгляд? Знаете, на мой взгляд, вот... Тут лучше даже говорить не о крымско-татарском языке вообще, а о его как бы положении в каких-то конкретных областях, так скажем. То есть, например, крымско-татарский язык как язык там внутрисемейного общения, ну, он скорее жив, чем мертв. Понятно, да, что сейчас достаточно много людей, которые даже дома говорят не на крымско-татарском языке, но, по крайней мере, некое количество крымско-татароязычных семей остается, и, на мой взгляд, как бы вот там какой-то процент их всегда будет сохраняться. Давайте перейдем к нашему смертельному номеру. На крымско-татарском языке эту обсудим тему. Не керек бүгін, Александр, не керек бүгін русша оқыған үйренген балалар үшін крым-татар тілі илемде жоқ, бизнесте керек дегел. Sadece evde bitalarını laf etmege, burkaç masal dinlemege. Mesela nasıl? Sizin fikrin cezmi?
Я білесім, böyle bir sual peyda böyle bir sual her bir til için mesela koymakta mümkün. Ya mesela Ukrayn tili ne gerek, Rus tili olganda bütün şu yani nasıl aytayım minoritar tiller böyle bir mantıkka nasıl aytayım uysak o gerek mi? Mesela Ukrayna 20 yıl devlet olmasaydı belki bugünkü kadar endi Belarus gibi tili olacak idi. Çünkü devlet bugün Ukrayna tili resmi taraftan canlandırılıyor, doğru mu? Tabi tili bilesin biz nasıldır başta onu özümüz için bir karar vermek gerekmiz. O zaman Kıymet nedir? Her bir insan için öyle bir insanlık maçtabında kıymet nedir? Mesela çok tillilik o kıymetli şey mi yok mu? Çünkü mesela o kıymetli şey olmasa aslında İngilizceye geçecek ya da Esperanto'ya mesela hepimiz kolayca olur, bayağı kolayca olur. Çünkü her şey bir tilde, bütün ilim, bütün işte haber vasıtaları her şey bir tilde. O adam için kolaydır. Ama biz ne içindir diyemiz? Diyemiz ki şu çok medeniyetlilik, çok tillilik o kıymetli bir şeydir. Biz onu saklamak gerekmiz. O bir böyle bir kıymet bizim medeniyetimizde, bizim cemiyetimizde. Onun için adi insanlar için söz tabi. Ziyalılar için değil, adi insanlar için. Elbette. Mana mesela bugün Kırım Tatar tili aytalar çoğsa Ali okuf yurtlarda okula ama studentler okuf zalından ketken son kene başka tilge geçerler. Ne sebepten, ne için? Alışkanlıktır. Alışkanlıktır çünkü ben özüm çok soradım, çok adamdan. Ne için sen Kırım Tatar tilini yaxşı bilip ama bu adamın bilgenini de bilesin ama ne için Rusça subet başlaysın? Bilip de evet. Ne için? Çoğusu öyle bir anlayışlı bir cevap verip olamaylar. Biri de sanki dersine alıştım, biri de evet kabahatim var, gelecek sefer o stilimde laf ederim. Bu alışkanlıktır gerçekten de. Adam bir şeye o endi alışsa, o onun tabiatında kırsa, onu yenmek pek zordur. O sanki dersin bilmeyeyim, türlü öyle alışkanlık var da. Ben mesela benim böyle bir noksanlığım var, geç kalıp gelmege adetim var her yerde. Bu adet. Demek adetini değiştirmege de mümkün. Ama Rus tiline geçmesi bu adettir ya da bu hastalıktır. Onların arasında böyle bir sınır sızmak kıyındır. Yoksa bilesin benim işte belki tekrar anlamlayışsız bir şekilde anlatmaya tırıştım ama mesele şu ki biz birinciden özümüz için diyeyim de karar vermek gerekmiz. Bu bizge gerek mi? Mesela sizge, bana. Eğer gerek, özümüzge gerek deyip aytsak nasıldır hareket etmek gerek? Nasıldır faaliyette bulunmak? İşte ya ne yapmak mümkün? Eğer endi böyle bir kararga kelgen olsak yani ne yapmak mümkün? Bu ayrı bir laf. İsterseniz ben o fikirlerini aytabilem nasıldır ama işte kısadan anlatıp olsanız dinleyeyim mi? Ne yapmak gerek? Ne yapmak gerek? Birinciden özünden başlamaktır. Çünkü çok adam var ki doğru öyle laflar etip son onların yani aytkanları ayrı, yapkanları ayrı. Hepimiz bilemiz bu adamlar. Yani özünden başlamak gerek. Eğer sen bir şeye çağırsan, özün buna layık ol, uygun ol. İşte ikinciden belki o başka bir, ben dedim şu çok tillilik bir kıymettir. Belki o böyle bir hareketler başka bir kıymetke karşı çıkar. Yani adamın nasıl aytayım azatlığı, serbestliğine karşı. Ama toleranssızlık.
Toleranssızlık, men mesela Bu ilaçtır, toleranssızlık ilaç. men böyle bir horantanı bilem ki, anda baba eğer onun balası yabancı tilde babasına bir şey aytsa o cevap vermiyor. Hayır, şaka alıp yanları. O cevap vermeyin. Sanki dersin anlamagandır. İşte bu da bir ilaçtır. Ama o evet kıyın. Yani özünü değiştirmek mümkün. Hem de o kadar kıyın değil. Ama başkalarına böyle bir münasebet göstersin, evet bazı adamların hem aran bozulur hem de işte o kıyınca olur. Yani birinci ilaç kabul etmek, keskin kabul etmemek. Keskin kabul etmemek. Men böyle insanlarını bilem, mesela yaşlarımız arasında biz bilemiz ki Abdurrahman Egiz, hepimiz için belli bir yaş, faal insan. O sanki sizin kardeşiniz mi? Sizin receptleriniz gibi böyle çalışan. İkinci başka yolu. Kabul edilmeyi. Herkes kabul etmeyimiz. Son, ikinci yol. Bunu kabul etkenler 10-20 kişi olsun, 30-50. Bu bekim kabul eder. Böyle çokluk kabul etmeyin. Hem de ikinci ilaç benimce adamlara misal göstermektir. Mesela bazı adamlar diyor, niçin Kırım Tatarca yazmaylar? Laf etken söyleri bile yazmaylar. Çünkü nasıl aytayım, yazılı Kırım Tatarca görmegenlerinden sebep. Eğer mesela bilmeyeyim satıcı ya da marşrutkacı, o marşrutkasında türlü bir ilançıklar, yapışkışlar, не курить gibi ya da говорите громче, предупреждайте громче об остановке, o Kırım Tatarca yazsa bu çok adam endükorer. Demek bizim dilimizde demek yazmak da mümkün, tek laf etmek değil. Çünkü şimdi yazılı Kırım Tatarca görünmüyor. Eğer nasıl aytayım, kitaphane, şu üniversitete sapka almasak görünmüyor. Yani misallerle göstermek. Hem de türlü adamları çok olan yerlerde de Kırım Tatarca laf etmek, bilmeyeyim, avtobusta, marşrutkada, bazarda, başka bir yerde. En hasta, yani lafın olmasa da Gene de adamlara öz misaliyle bir şeyler göstermektir. Adam böyle bir misal görse, ben belesem o düşünceye dalır. Ana böyle çünkü biliyorsun benimce vaziyet o kadar kıyın değil. Niçin? Çünkü iki mühim şey şimdi göremiz. Birincisi Kırım Tatar halkının çoksu o stilinde laf etip ola. Az mı çok mu, hatalı mı, surjikte mi ama nasıldır laf etip ola. O birincisi. İkincisi çoksu dilimizini saklamak gerek degen fikrini kol tuta. En sözle kol tuta. Eğer adamdan sorasan tilini saklamak gerek mi yok mu gerek deyip ayta. Eğer o azıcık bilse de gerek olganını anlasa da demek çok şey yapmak mümkün. Buna mesela bildireler. Programımız yekünlene. 2-3 dakikadan son haberler. Onun için ben sizge teşekkür bildirem. Bizim programımızda, mızmızlarda Alexander Garyanov Davet etkeniniz çok sağ olun. Ve ilk Rus Kırım Tatar tilini yanıdan bilmeyip, tamırları olmayıp öğrengen bir insandır. Biz sizden gelecek Cuma günü görüşürüz. Görüşkence.